Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов-112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. И сегодня мы расскажем, как в Казани сгорела «Лада» и едва не сгорел ее сосед «Мерседес». Либо она была на автозапуске, либо она короткое замыкание. Покажем, как в Набережных Челнах водитель превысил скорость, не справился с управлением и поплатился жизнью. «Шкода» протаранила столб. Расскажем, как из-за снега автомобилисты потеряли бдительность и попали в аварии. Его занесло в отбойник. Все это прямо сейчас. «Лада» выгорела полностью на улице Волгоградская в Казани. По рассказам очевидцев, у автомобиля сначала сработала сигнализация, а потом он тронулся с места и протаранил припаркованный перед ним «Мерседес». Отечественная легковушка вспыхнула, и огонь стал перекидываться на иномарку. Однако владелец последней успел ее отогнать. Предварительную причину мы озвучим в нашем сюжете. Сигнализация заработала, потом был хлопок. Она не поехала и столкнулась с «Мерседесом». И в этот момент она загорелась. Эта женщина из окна увидела, как начала полыхать припаркованная «Лада». Она тут же вызвала пожарных. С ее слов, изначально сработала сигнализация. Ее звук привлек внимание соседей. Затем неуправляемая отечественная машина тронулась с места и врезалась впереди стоящий «Мерседес». Очевидцем этого стал владелец иномарки. Адель рассказал, что выходил из дома с 1,5-годовалым ребенком, чтобы отвезти малыша в детский сад. Со мной на руках был. Я побежал, вижу, машина горит, думал, моя горит. Ребенка в руки, вообще постороннему человеку. То есть машину быстрее завожу, выгоняю. Несмотря на то, что владелец иномарки отогнал машину, его автомобиль все же пострадал. Мужчина оценил ущерб примерно в 400 тысяч рублей. Он сообщил, сгоревшая машина соседа застрахована, и он надеется, что страховая компания сможет покрыть расходы на ремонт. Видите, удар был? То есть вот везде трещины. Вот это все. Вот у меня открывается. Вот это фонарь, и там получается. Соседи сообщили огнеборцам, кто владелец «Лады». 20-летний молодой человек был ошарашен новостью. Он рассказал нам, что купил машину 5 месяцев назад. Это его первый автомобиль, и он признался, не понимает, как она могла сама завестись и тронуться с места. Трансформер, наверное, какой-то. Ну, понятно. У меня нет автозапуска, не было. Жалко машин. Пожарные потушили пламя, от «Лады» остался только остов. Выгорело абсолютно все. Предварительно возгорание произошло из-за неисправности узлов, механизмов или систем автомобиля. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, «Вызов-112». 44-летний водитель погиб в аварии в Набережных Челнах. Как установили автоинспекторы, он управлял автомобилем «Шкода». На кадрах видеорегистратора очевидца видно, что иномарка на высокой скорости начинает перестраиваться в крайнюю правую полосу. Таранит легковушку и теряет управление, вылетает с проезжей части и врезается в столб. Удар пришелся на водительскую сторону. На место экстренно прибыли медики. Они пытались оказать помощь пострадавшему, однако травмы оказались серьезными. Он скончался в карете скорой помощи. На территории республики с начала года в авариях погибли 25 человек, 273 пострадали. Ну а в Казани автомобиль Kia Sportage под управлением 36-летнего водителя двигался по улице Тецевской в сторону Осинова. По неизвестной пока причине автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Sorento. Им управлял 40-летний казанец. Один из автомобилей отбросил на попутный Chery Tiggo. 2 водителей госпитализировали, возбуждено дело об административном правонарушении. Сразу несколько аварий произошло на мосту «Миллениум» в самый час пик. Накануне вечером в Казани здесь столкнулись 3 автомобиля. Водители утверждают, что снегопад, который накрыл город, стал причиной затруднений на дорогах. Люди в результате аварии не пострадали, а вот машинам прилично досталось. Кроме этого, на мосту возникла пробка. Один это большой джип вот так вышел, а я растерялся с скользкой дорогой. И потом, не знаю, там года секунд, я так и не почувствовал, как это было. Водитель автомобиля Kia считает, во всем виноват снегопад. С его слов, он не нарушал правила, ехал по среднему ряду. Внезапно с левой полосы вылетел внедорожник. Чтобы избежать столкновения, якобы перестроился на правую полосу. По ней в этот момент ехал Hyundai. Водитель Kia не смог вовремя остановиться и протаранил ее сзади. А дальше сработал принцип домино. Hyundai отбросила на впереди едущий Kia. Просто подтолкнули сзади и все.
Там нет ничего. Остановились тогда, поехали дальше. Ага, а потом вы заявили, чтобы скрыть с места ДТП. На место прибыли автоинспекторы. Им нужно было освободить проезжую часть, так как машины перекрыли сразу 2 полосы. Однако у Hyundai заклинило колесо, и он не смог самостоятельно покинуть место ДТП. Очевидцы своими силами отодвинули иномарку на крайний автобусный ряд. Сотрудники ГАИ оформили ДТП, сейчас водителей ждет разбор. Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Volkswagen и Lada Granta не смогли безопасно разъехаться на перекрестке улицы Ленинградская и Айдарова в Казани. Со слов водителя минивэна, он ехал на разрешающий сигнал светофора. Удар пришелся в бок иномарки. Сразу после аварии из салона вышла пассажирка и стала кричать. Что было дальше, мы расскажем в следующем сюжете. Она орет. Эти кадры были засняты очевидцами. Услышав крики пассажирки, люди вызвали медиков. На место экстренно прибыли врачи. Они осмотрели женщину и не нашли у нее травм. Выяснилось, что криками она выражала свое недовольство и пыталась обвинить в произошедшем вторую сторону. Здравствуйте, что произошло у вас? Уже ничего. Дайте дверь, пожалуйста. Изначально водитель Гранты признал свою вину, и сотрудники ГАИ приступили к оформлению ДТП. Но все изменилось, когда на место аварии прибыла группа поддержки. Ситуация накалилась. Зять водителя Гранты начал активно спорить с инспекторами и настаивать на том, что его родственник невиновен. В результате, когда инспектор попросил схему аварии и предложил ее подписать, они неожиданно порвали документ на глазах присутствующих. В то же время, по мнению пассажиров Volkswagen, вина водителя отечественной машины очевидна. У нас врезались, машина врезалась. Мы на зеленый ехали, а они на красный. Кто прав в данной ситуации, станет ясно после разбора в госавтоинспекции. Алия Хайрудинова, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Сразу несколько аварий произошло на небольшом участке от Горьковского шоссе до озера Глубокое в пригороде Казани. Наши корреспонденты поговорили с теми участниками происшествия, кто не стал скрывать своего мнения. В первом по ходу движения замесе участвовали Черри Тига, Мерседес и Шевроле. Причем последний, по мнению участников, и стал виновником. Он виноват, вину не отрицает. Отвлекся, что ли, на телефон, не знаете? Нет, просто, видите, снежок, он по крайней. Тут снег же был, это ладно, сейчас проехала машина. Да, это подчистила, а до этого не было. Дорожные условия в момент аварии действительно были не самые благоприятные. Но, как известно, одна лишь погода редко бывает единственной причиной события. Ну, его занесло в отбойник, я ехал, получается... Он за другой машиной выехал вот так, резко в отбойник. Задел отбойник, нарисовался передо мной, резко появился. А вы по какой полосе ехали? Я по крайней правой, потихонечку ехал. А он по какой ехал? Он крайне левый. И посередине еще ехал Мерседес. Он тоже, да? Мерседес ударился? Да, Мерседес задел, и он прямо передо мной появился. Буквально через несколько метров столкнулись Рено Логан и Лада Калина. Был гололед, машины начали здесь тормозить на спуске. Все, и пошло-поехало, моя реакция. Вот передо мной начал тормозить, я хотел объехать, АБЗ не срабатывает, едет и все. И третья по ходу движения, но не по порядку времени авария произошла с Тойотой. И снова скользкая дорога, занос и встреча с отбойником. Ехала она домой с ребенком с занятий. Вот по левому ряду ехала где-то километров 50, может даже не 60. И просто ее начало заносить в заднюю часть машины. И вот, получается, ее так плавно занесло и ударило. К слову, все 3 ДТП произошли на невысоких скоростях и обошлись без пострадавших. Но некоторым автомобилям досталось, и самостоятельно уехать получилось не у всех. Фарид Хайруллин, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.